большое, что зашли на мой канал. Сегодня я делаю одно из своих самых любимых видео именно в плане того, что оно по заказу. Почему мне нравится делать видео по заказу? Потому что это именно те видео, которые нужны вам, в которых вы заинтересованы, и они меня, конечно же, привлекают больше всего. То есть сегодня видео, как вы уже прочитали по названию, будет о правильном питании или вообще в целом о питании, которое я не то что пропагандирую, которое у меня вообще есть, как я питаюсь, что я люблю и как я пытаюсь сохранять себя в форме. В общем-то, на ютубе вы можете найти просто тысячи, нет, миллионы видео о том, как девушки сохраняют себя в форме, что они для этого делают. Большая часть этих миллионов посоветует вам огромное количество диет, о которых вы вообще раньше не слышали. У меня же видео будут не о диетах, так что если вы заинтересованы в диетах, можете просто закрыть это видео, все легко. Если вы смотрите мои влоги, и особенно тот влог, который я делала о Black Friday и о еде в Канаде, и вы видели то, какую еду я покупаю, думаю, вы, наверное, сделали вывод о том, что я вообще ем. Я, на самом деле, очень люблю готовить, это прямо моя страсть, my passion. Умею готовить все, начиная от самых простых закусок, заканчивая какими-то, возможно, сложноватыми блюдами. Очень люблю мясо, очень люблю рыбу. Так что я не смогла бы выжить чисто на салатах, как этого советуют во многих диетах. И поэтому, как вы уже можете сделать для себя вывод, диеты не для меня. Конечно же, если бы я не соблюдала каких-то определенных правил, которые я себе поставила, меня бы, наверное, уже давным-давно бы разнесло, и я бы уже не влезала бы ни в одни джинсы, а в самолет бы мне пришлось бы закатывать. Поэтому сегодня я презентую вам свои правила, свои какие-то штучки, возможно, маленькие секретики о том, как держать себя в форме, при этом не прилагая каких-то особо огромных усилий. Что ж, первое видео — это не есть после 7 вечера. Да, вы не ослышались, вы действительно очень часто могли слышать, что питание после 6 вечера нежелательно для сохранения фигуры. И я в чем-то в этом согласна, потому что после 6 вечера еда переваривается медленнее. Но в чем здесь секрет? Секрет даже не в том, чтобы не есть после 7 вечера. Секрет в том, чтобы перестать потреблять пищу за 3-4 часа до сна. Для чего это делается? Все очень просто. Для того, чтобы ваш организм успел хоть как-то переработать эту пищу, успел немножечко облегчиться, да, так скажем, и вы могли на полуголодный желудок, полупустой желудок лечь спать. Во-первых, это лучше для вашего организма, во-вторых, вы будете спать даже лучше, потому что если вы еще не заметили, я вот честно за собой заметила, потому что когда я вспоминаю себя год назад, когда я только начала пробовать не есть после 7, я заметила, что когда я ложилась спать на полный желудок, мне спалось плохо, либо мне спалось нормально, но мне тяжело вставалось. Поэтому я нашла для себя какое-то определенное время, для меня это стало 7 часов, это чисто мое время. Если вы ложитесь спать в 3 часа ночи, то сами посчитайте, вы можете еще есть до 11-12 вечера. Я нашла для себя 7 вечера и сказала себе, все, после этого времени нежелательно есть. Конечно же, у меня бывают исключения, если какой-то там, я не знаю, какой-то праздник, да, какой-то день рождения, свидание, ночевка с подругами, то есть, конечно же, я делаю такие исключения. Бывают периоды времени, когда я делаю их часто, потому что, допустим, один праздник идет за другим. Бывает, что вообще не делаю, то есть здесь все зависит от того, чем я занимаюсь в жизни. Второе правило, честно говоря, сразу скажу, я его не очень строго соблюдаю, к сожалению, но я пытаюсь себя немножечко контролировать, да, и все больше и больше его использовать. Это правило: все самое сладкое до 12 дней. Также из соображения, что все жиры, все самое сладкое очень хорошо перерабатывается с утра. С утра это перерабатывается в энергию, а значит, вы будете масло масляное энергичны, вы будете активны, у вас будут силы наконец-то жить полный день, да, чтобы вечером, знаете, не свалиться на мертвых ногах. Третье правило, которое соблюдаю, это с утра за полчаса до завтрака я развожу стакан, это примерно, знаете, ну вот обычно вот такой вот стакан теплой воды с ложкой меда. Это также делается для того, чтобы ускорить метаболизм, ускорить обмен веществ, и чтобы ваш организм весь день работал правильно, хорошо перерабатывал пищу и меньше откладывал жиры. Следующее, 4-е правило, которое я соблюдаю каждый день, это лимонный сок с водой. Обычно я его либо пью во время еды, хотя тоже говорят, да, что нельзя во время еды потреблять какие-либо жидкости, потому что они препятствуют хорошему обмену веществ, точнее, хорошему перевариванию пищи. Я к этому прислушиваюсь, но в свою жизнь я этого не беру, поэтому я нашла для себя другой способ. Я беру лимонный сок, развожу его с теплой водой, потом это все хорошенечко взбалтываю и пью либо во время еды, либо
либо после еды, либо вечером, когда, знаете, захочется уже кушать, допустим, после 7 вечера, когда я еще не сплю. Я просто выпиваю эту воду лимонную, и она хорошо помогает расщеплять жиры, она хорошо убирает вот это вот чувство голода, но это лично со мной это срабатывает, и вообще в целом очень полезно для организма. Следующие 2 последних правила касаются физических нагрузок. Первое – это упражнение на пресс. Самый обычный пресс, либо по-мужски, либо по-женски, да, по-женски, надеюсь, вы знаете, как это делается. В общем-то, я просто ложусь на пол, спокойно делаю, сколько там нужно, 30-50 раз в среднем. К сожалению, я не мужчина, 150 раз у меня не получается. Но, тем не менее, если это делать каждый вечер, вы будете держать свою фигуру подтянутой, и, конечно же, у вас ничего не обдряпнет. Ну и самый последний совет, самый последний секретик – это гидромассаж в душе. Возможно, вы знаете, что есть такие души, да, у которых эта штучка, головка поворачивается, и там делается гидромассаж. И вот просто пока стоя в душе, ты настраиваешь гидромассаж и начинаешь водить по телу, по проблемным местам, допустим, там, где у нас ушки спанели, если отвисают, да, на боках. И вот так вот такой вот легкий гидромассаж в течение 5 минут. Можно даже менять, пока ты делаешь этот гидромассаж, менять температуру воды с более горячей на более холодную. То есть получается такой очень хороший массажик, да, домашний массаж, и он действительно помогает держать себя и тело, прежде всего, в тонусе. Ну и закончив свое видео, я хотела бы словами о том, что, ребята, диеты это не всегда полезно. Конечно же, правильное питание, занятия спортом и в целом какие-то ограничения позволят вам держать себя в форме, позволят вам чувствовать себя замечательно. И это намного лучше, чем, знаете, страдать по каждой, я не знаю, по каждому кексику, который ты видишь и не можешь съесть. Если ты хочешь его съесть, съешь его. Это жизнь. Мы живем один раз, никто еще не доказал, что у нас 9 жизней, как у кошки. Поэтому оставайтесь здоровыми, желаю всего вам хорошего. Спасибо большое, что смотрели мое видео. Увидимся уже очень-очень скоро. Пока-пока.